Очередной 6-й съезд тюкагирского народа прошел в селе Андрюшкино Нижнеколымского района и был посвящен 30-летию Ассоциации юкагиров Республики Саха-Якутия и 20-летию закона Республики Саха-Якутия о суктуле юкагирского народа. Также в связи с предстоящим Международным годом языков коренных народов и годом консолидации в Республике Саха-Якутия Ассоциацией юкагиров Республики Саха-Якутия запланированы проекты по развитию духовной культуры и взаимодействию с муниципальными органами власти. Шестой съезд тюкагирского народа Республики Саха-Якутия – это не только осмысление достигнутых результатов, но и уникальная возможность обсудить текущие проблемы, скорректировать тактику последующих действий. Надо отметить, что резолюция предыдущего 5-го съезда юкагирского народа Республики Саха-Якутия выполнена на 75%. Реализация масштабных экономических проектов вызывает необходимость привлечения общественного внимания к вопросам сохранения исконной среды обитания северян, традиционных отраслей, соблюдения гармонии человека и природы в хрупкой природной среде как основа оптимальной модели будущего любого этноса в нашей республике. Там по... Отрадно, что Ассоциация юкагиров Республики Саха-Якутия из года в год наращивает свою деятельность на плановой основе. Между членами правления ассоциации обязанности распределены по направлениям работы. Причем члены правления в закрепленных областях сами планируют и проводят самостоятельную работу.
начали сегодня работу 6-го съезда юкагирского народа шествием торжественным. Также выездное заседание Постоянного комитета Государственного собрания Ил-Тумен по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики на тему о реализации закона Республики Саха-Якутия о структуре юкагирского народа. Проект закона тогда был впервые внесен на заседание Государственного собрания Ил-Тумен. Во время обсуждения делегаты съезда обратили внимание, что суктулы не пользуются своим правовым статусом. Не решен вопрос безвозмездного закрепления пастбищ и угодий для традиционного природопользования. Из-за климатических условий в тяжелой ситуации находится оленеводство в Алёринском суктуле. Практически свернут охотничий промысел в Нелемнинском суктуле. Продолжается процесс оптимизации в социальной сфере. До сих пор не подготовлен ни один учебник по юкагирскому языку по стандартам ФГОС и многое другое. Я ставлю вопрос, а может ли республика через государственное собрание признать народ исчезающим этносом? Ну тогда я письменного ответа не получил. И вот сейчас вот чуть-чуть хочу изменить этот вопрос. Может ли государственное собрание Ил-Тумен выступить инициатором или предложением в Госдуму, чтобы сохранить исчезающие этносы и сделать какой-то правовой акт? Спасибо. Прежде всего, надо сохранить и восстанавливать пошивочные цеха везде, в каждой общине. Это, во-первых, для того, чтобы для нашего подрастающего поколения, так как пока есть мастера, мастерицы для изготовления изделий, нарты, упряжи оленей, поэтому нужно сделать и обратить внимание на это и для школы в этих цехах внедрить оборудование, приобретение оборудования для изготовление сувениров из кости, из рогов. И это самое главное, это гнездо общения наших языков, наших малочисленных языков. Добрый день, Елена Христофоровна и уважаемые участники круглого стола. Ну, у меня, значит, такое, в феврале 2019 года дополнена статья 15 в 131 федеральном законе об общих принципах местного самоуправления, то есть реализации прав коренных малочисленных народов Севера, которая теперь возложена на муниципальный район. Полномочия переданы, но опять же без финансирования, финансового подкрепления. В связи с этим очень прошу хотя бы Арктическим северным районом рассмотреть вопрос о возможности выделения штатной единицы специалиста по делам коренных малочисленных народов Севера с финансированием для эффективной работы и по вопросам КМНС, чтобы работа усиленная была. Также в рамках съезда состоялся круглый стол по вопросам состояния и развития юкагирского языка и культуры. Образование играет исключительную роль в жизни северных народов. Оно дает не только знания, но самое главное, повышает самосознание каждого северянина, помогает ему найти свое место в обществе. В этом первостепенное значение имеет знание родного языка, высокий уровень владения им. Родной язык определяет глубину духовной культуры народа. Вот почему во главу угла всегда ставят вопросы функционирования школ народов Севера и обучения в них родным языкам. Перед всеми нами стоит неотложная задача по коренному улучшению обучения родным языкам в школах. В связи с этим серьезная работа должна вестись в улусах и в наследках компактного проживания представителей коренных малочисленных народов Севера. Необходимо поднимать общественность за качество обучения родному языку. В первую очередь надо поднимать вопросы о недопустимости сокращения уроков родных языков. В этих случаях нужно докапываться до причин сокращения часов.
Хочу остановиться на двух проблемных моментах, связанных с дошкольным образованием. Первое. К сожалению, дошкольное образование не вошло в систему обучения юкагирскому языку и культуре. Конечно, по инициативе наших работников, педагогов школы, мы проводим какие-то занятия, но это только все на добровольных началах. А для системной работы необходима ставка преподавателя юкагирского языка и культуры в нашем детском саду. Второе. Обращаю внимание на материально-техническую базу нашего детского сада, так как он располагается в 3 кабинетах здания НЦОШ, что не соответствует нормативному обеспечению до 16 детей. Нужно найти решение этому вопросу. Это может быть строительство отдельного здания детского сада, чем более это важно в условиях естественного демографического роста, наблюдаемого в нашем селе за последние годы. Нам не только надо вот так объединяться, сколько надо бороться за то, чтобы сохранить родной язык. Вы знаете, что наши предки год-два раза собирались в Полкинья, Шахалибе, и поэтому они сохранили родной язык до нас. А мы, к сожалению, не по своей вине забыли, теряем. И нам тоже надо хотя бы маленькие собрания делать, чтобы на родном языке общаться, решать свои вопросы. Конечно, когда такой сесть, и когда вот так мы сидим, общаемся, приходится говорить на русском, чтобы мы понимали друг друга. А четвертое, поехали. Они хотели второго сага. Бисим дага четвертого, подумали. Подумаем, мандан чумда понятно ману. И те хотели махлая, дикосио, марастяхтаймут. Я сказал, споете со мной немножко? Да. Я писал песни подряд, поэтому несложный. Один куплет только. Иля, Калин, Мираем. Чайка, Амусь, Пугори. Ну вы что, Астер, Каянтаем. Яунаке, Тумко, Тим. Яунаке, Тумко, Тим. Спасибо. Наиболее острые проблемы коренных малочисленных народов Севера в целом и юкагиров в частности – это, во-первых, жилищные проблемы, во-вторых, проблемы изучения родных языков, в-третьих, интенсивное промышленное освоение наносит серьезный урон местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, в-четвертых, не налажена работа по малому бизнесу и предпринимательству среди коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, в-пятых, высока безработица в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Обо всем этом говорили на пленарном заседании в своих выступлениях делегаты 6-го съезда юкагирского народа. Среди тех проблем, которые имеют общий республиканский характер, да, я бы выделила так обобщенно, выделить вот эти населенные пункты, да, и принять закон о наделении дополнительными, отдельными дополнительными полномочиями населенные пункты Андрюшкина и Нелевная, для того, чтобы они приняли участие в разработке как раз программы, которая будет создана, вновь создана Министерством по делам Арктики. Тем более сейчас Арктика у нас будет приниматься много программ, и я думаю, что вот принятие вот этого закона о наделении дополнительными полномочиями, который позволит нашим населенным пунктам иметь дополнительные источники, дополнительные как бы средства для того, чтобы решить вопросы сохранения языка, сохранения, развития культуры, развития традиционных отраслей
это оленеводство, это охотпромысел, да, это рыболовство. Да. И все эти, конечно, преференции должны быть. И как пилотный проект, я думаю, что вот наделение конкретно вот этого суктула, вот этих двух суктулов, будет, конечно, большой поддержкой для юкагирского народа, для его сохранения, для его стимулирования, для того, чтобы он сохранился как этнос. Говоря обо всем этом, могут стать вопросы, да, почему эти все вопросы не вошли в программу социально-экономического развития села. Да? Здесь вот программа социально-экономического развития села принимается на 4-5 лет. Там отражены все вопросы местного значения. Все источники финансирования будут пущены на решение таких местных проблем в развитии инфраструктуры. Что касаемо вот юкагирского этноса, это, мне кажется, это сейчас не ставится в первую очередь по социально-экономическому развитию села. Там идет обычные, стандартные вопросы, как ставятся во всех муниципальных образованиях. Но надеюсь, что наш сегодняшний съезд все-таки внесет в резолюцию наше предложение по составлению программы специальной по развитию юкагирского народа. И мы будем в следующий год искать источники финансирования и поэтапно решать все наши поставленные проблемы. Председатель Совета старейшин юкагирского народа Валентина Акимова и председатель Ассоциации юкагиров Республики Саха-Якутия Инесса Томская подвели итоги своей работы. В своих докладах они подробно рассказали о том, как за последние 3 года были достигнуты успехи в этнокультурном развитии юкагиров. Регулярно проводятся национальные праздники Шахаджиба. Юкагирский язык и культура преподаются в 7 школах в 4 муниципальных районах. Организованы занятия воскресной школы в городе Якутске. Издаются приложения к районным газетам на юкагирском языке Чайледуол в Нижнеколымском и Адулла-Сылпе в Верхнеколымском районах. Выпускаются книги и учебные пособия на юкагирском языке. Проводились юбилейные мероприятия, вечера и выставки юкагирских художников, писателей и мелодистов в городе Якутске. Введена юкагирская ураса на Тюсюльге, северная мозаика в Усть-Хатыне, поставлены спектакли юкагирских авторов и появились новые творческие коллективы. Наше министерство сегодня недавно созданное, пока находится в стадии формирования, но мы уже занимаемся разработкой стратегии развития арктической зоны Республики Саха-Якутия и формируем государственную программу. То есть сегодня глава Республики Саха-Якутия Асен Сергеевич Николаев поставил нам задачу до 1 июня эти стратегические документы подготовить. Вот, кроме этого, Илдарханам даны поручения по другим мерам поддержки. Да, это, во-первых, по итогам заседания правительства в Жиганском районе глава республики дал поручение, чтобы все арктические разделы госпрограмм в министерствах не секвестировались. То есть вводится мораторий на секвестирование бюджетных средств, предусмотренных в государственных программах наших министерств по разным направлениям. Это и социалка, это и инфраструктура, это и, в общем, социально-экономическое развитие арктической зоны. Вот. Поэтому это тоже как бы одно из существенных мер поддержки именно арктической зоны республики. Состоялись выборы состава Совета старейшин и председателя, а также было обновлено правление Ассоциации юкагиров Республики Саха-Якутия. Переизбран председатель. В итоге председателем Совета старейшин избран Вячеслав Шадрин. Лидером ассоциации стал Валерий Сентяков. За председателя Совета старейшин Шадрина Вячеслава Ивановича 1 воздержался, и все проголосовали «за». На председателя правления Ассоциации юкагиров проголосовали все «за». На пост председателя правления Ассоциации юкагиров за Сентякова Валерия Ивановича проголосовали 50 человек. Направления будут масштабные, особенно будем работать по резолюциям, и это серьезные направления. Это, конечно, сельскохозяйство, оленеводчество и рыболоводчество, да? Вот. И, конечно же, этнокультуру, сохранение нашего родного языка юкагирского. И, в общем, социальную программу будет обеспечение. Основной упор буду делать, конечно же, на молодые перспективы. Это молодежь нашу. Вот. Будем выставлять гранты, чтобы наша молодежь обучалась на международном уровне.
Будем делать упор на предпринимательство, помогать будем предпринимательству обязательно, конечно же, в производстве. Ну и основное, конечно, у нас это оленеводчество и рыболоводчество. Это основной наш момент. По итогам работы съезда с учетом предложений делегатов подготовлен проект резолюции, где отражены актуальные вопросы, требующие решений. После доработки редакционной комиссии резолюции 6-го съезда юкагирского народа будет разослана федеральным и республиканским муниципальным органам власти. Кроме деловой программы были организованы выставка «Смотр традиционного жилища», уклада жизни юкагиров, эвенов села Андрюшкино. Выставка прикладного творчества мастериц «Юкагирские узоры». Спортивные соревнования игры предков памяти Полины Ивановны Синтяковой. Конкурс «Кочевая семья» и слет оленеводов. Gagin kanguge mengestin hokie, kanguge mengestin hokie, ay 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 ay, kanguge mengestin hokie. Ngar oeket gamdina tamchay wutu sheshat, angaragat tamargine tamtangan nane washet. Hey 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 pas con nghe kẻ cần bưng nghe vòng con bơi bên in về mình nô chim gu tơ ghi nành cảm che kẻ con bơi bên in lệ chuanat hey 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 yeah yeah hey yeah yeah hey yeah yeah hey yeah. За масштабностью задач нельзя забывать о том, что каждая проблема – это конкретные люди. Задача съезда – сделать так, чтобы мнение каждого представителя юкагирского народа было учтено. Важно, чтобы итоговые результаты этого форума стали реально ощутимы для всего юкагирского народа.